Созданию горожанам хороших условий для проживания также уделяется пристальное внимание. Это главная цель приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Он реализуется по инициативе премьера Дмитрия Медведева. В федеральном бюджете на эти мероприятия заложено 20 миллиардов рублей. Размер выделенных субсидий на Республику Ингушетия составляет около 105 миллионов. Как осваивают денежную субвенцию, какое участие в этом принимают сами жители, расскажет Светлана Томова. Столицу Ингушетии Магаз по праву можно назвать не только умным городом, но и комфортным. Создание удобных и комфортных условий для жизни горожан и гостей столицы – задача, стоящая перед местными властями. Марат Азиев помнит улицу Кулиева еще до ее благоустройства. Разрушенный асфальт, затрудненное движение – такая картина царила здесь до недавнего времени. Сейчас всю общественную территорию преобразили, проложили тротуарное покрытие, озеленили прилегающую зону. Раньше здесь была парковка, постоянно стояли машины, мешали пешеходам, гражданам, жителям города Магаз. Сейчас все это привели в порядок. Благоустройство города – это не только его украшение, а в первую очередь создание удобных для жизни условий. К примеру, эта скамейка необычной формы, сделана из бука. Ей не страшен ни дождь, ни солнце, защищена прочным декоративным покрытием. Но самое главное – прослужит долго, до 10 лет. А рядом еще несколько таких изделий. Только уже и со столиками. Здесь можно поиграть в настольные игры или же просто посидеть и отдохнуть. Вот эти предназначены для цветочных зон. Здесь будет сделана, обработана металлическая тумба. Здесь будут цветы, здесь будут деревья. Эти сетки предназначены для того, чтобы не наступали. Будет красный клен будет. Радует преобразованиями жителей и улица Азиева. Тут, как и на Кулиевой, возникли проблемы с парковкой. Нельзя было ни пройти, ни проехать, а в дождливую погоду грязь и слякоть. По просьбам местных жителей обустроить территорию как пешеходную зону, сотрудники администрации и партии «Единая Россия» основательно взялись за реализацию проекта. Они попросили, чтобы вся эта зона была обустроена как пешеходная зона для прогулки детей, для лиц пожилого возраста. А парковочные места были перенесены за территорию, дворовой территории. Еще одна благоустроенная дворовая территория. На этот раз федеральный партийный проект «Единая Россия. Городская среда» реализован во дворе одного из многоквартирных домов селения Алиюрт. Открытие детской площадки прошло в торжественной обстановке. Танцы, песни, воздушные шары – все, что нужно для праздника. Местные жители говорят, что около 20 лет их двор, похоже на пустырь, ничем не радовал. Его благоустройство стало возможным благодаря реализации проекта «Городская среда». У нас была обустроена детская площадка, беседка, подъезды асфальтированы, парковочные места. Ну и самое главное, сейчас мы огородили, так сказать, дворовую территорию. Радость от преобразовавшегося двора жильцы дома не скрывают. Лида Евлоева, к примеру, не сводит глаз с детской площадки. Красиво и ярко оформлен уголок с песочницей, горками и качелями. Сразу полюбился ее внукам. Говорит, что это большой подарок не только для них, но и для всех детей этого дома. تخون ده رديتلشت تأخبيرشت ده внучка жмел духу тхабут хадаха арах были хат мабаги ча хат бахае ча хосхи тижи ча до гвоздян бардалши садолчин зиндял сдагдеха ча. Также в рамках программы благоустройства формирования комфортной городской среды начато преображение участка, расположенного вдоль Алханчурского канала. Эта территория находится в центре Назрани. Именно ее выбрали местные жители путем голосования. Жители формировали заявки и высказывали свои просьбы и предложения. Мака Албакова живет здесь и преподает в 4-й школе, которая находится рядом. Она хорошо помнит дорогу, по которой ежедневно ходила на работу и обратно. И эти изменения ее, безусловно, радуют. Очень довольны, очень рады, потому что ранее тут были неблагоприятные, конечно же, условия и для наших детей, также и для взрослых, конечно же. Вот. А тут, конечно, сейчас можно будет выйти детям после уроков посидеть, подождать своих родителей более в красивом месте. Первый этап преображения уже завершен. Землю площадью в 1,5 гектара очистили от бытового мусора. Спилили старые деревья и кустарники, снесли ветхие гаражи. Здесь предусмотрены работы по озеленению, также по освещению, установке скамеек. Также будет прогулочная зона. По поручению главы города Назрань Алихана Тумгоева будет установлена и детская площадка, и мини-стадион.
Красота, уют и удобство – 3 главных аспекта, подразумевающие благоустройство любой дворовой территории. С недавних пор они стали доступны и для жителей 25-го дома Московской улицы в Назране. Тамара Евлоева живет здесь уже 11 лет. Впервые за это время их двор решили благоустроить. Здесь сделали освещение, поставили беседки. Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку. Конечно, будет очень приятно, если все это уберут, сделают красиво для родителей, для детей. Ну, люди, которые выходят, сидят, отдыхают. Новые концепции и идеи приветствуются. Речь идет об изменении качества жизни. Как только жители поняли, что от них зависит, каким будет их двор, стали высказывать свое видение идеального места отдыха. Один из таких активистов, Абдулазид Албагачиев, предложил сохранить деревья и посадить новые. داهي أخر ثاني بشيرت حسن بيكت دقديان جانج يوجوج أقزول تخشت أخي شادا مهتك بيرش لوز مهتك دا فوتبول نيميني إذا آخر حياة إيغا بيرش ديسكي بلاشات كي يا آخر إشت بول بآخر بير خوز بول ب خرياز دولوج ده. Стоит отметить, что проект «Комфортная городская среда» реализуется уже на протяжении 2 лет. За все это время в различных районах Ингушетии муниципальные власти привели в порядок 57 территорий. Это позволит улучшить экологию, внешний облик и санитарное состояние городов. Благодаря предусмотренной федеральным центром программе развивается инфраструктура, благоустраиваются дворовые площадки и строятся социальные объекты. Светлана Томова, Ната Евлоева, Дана Плиева, Тамара Хашагулькова. Новости 24.